Придется начать сначала. Сначала. Я уже начал. Так, о африканских языках и Википедии. Да. И в частности, языке Динка. Динка. Южный Судан. Южный Судан. Это один из... В Южном Судане много языков, но это один из крупнейших языков Южного Судана. Говорят на нем, если не ошибаюсь, то ли 2 миллиона человек, то ли даже 5 миллионов. И мне знаком профессор лингвистики, американец он сам. Но он много раз ездил в Южный Судан, изучал этот язык, писал о нем исследования, знаком со многими носителями этого языка, которые на нем говорят как на родном, и такие, которые живут в Южном Судане и в других странах, иммигранты. И он с ними работает, вместе с ними он в основном им дает работу, чтобы они переводили. Но он их кое-как вот направляет, пытается им помогать это делать. Он хочет это сделать. Одна из основных его целей — это показать, что так как Википедия — это почти то же самое, что учебник по стилю, это просветительское издание, учебное Во-первых, издание. цели, во-вторых, и Да. лексический. Да, по стилю это почти то же самое, что учебник. И вот он хочет показать этим, что если вот можно писать Википедию, то можно писать и учебники, и можно развивать вообще просвещение на этом языке. Школу. То есть этого понимания там нет. Да, этого понимания сейчас там нет, потому что там единственный язык английский. И они пытаются делать школы по-английски, и это очень тяжело, потому что большинство населения там английский язык не знает. И вот он пытается их убедить, что можно таки писать учебную литературу на этом языке. Вот еще одна польза Википедии. Да. Причем там что интересно, он изучал этот язык, но он не носитель. Для него это не очень естественно, поэтому он старается как можно больше дать людям, носителям этого языка, для которых он родной, писать тексты. И он создал группу в Фейсбуке, где он... Я немножко там читал, я сам... У меня в Фейсбуке нет, но я туда заглядывал. Так, и что он там делает? Он там пишет очень много. Как вы называете вот это животное? И вот он показывает фотографию животного, там львы, слоны, леопарды, всякие вот такие. Как на вашем языке это называется? Как вы это опишете? Что бы вы по нему рассказали? Пишет, да? Он с ними в основном разговаривает по-английски, но они ему отвечают так, то по-английски, то на своем языке, и вот потом вот это вот все он перерабатывает, вот эти вот ответы в Фейсбуке. И это один из основных источников для написания статей, потому что далеко не у всех там есть интернет. И он, выяснив вот эти вот подробности, начинает сам писать стабы, наверное, да? Да. И для них всех Википедия — это совершенно новая вещь. Многие люди, которые начинают Википедию на новых языках, они уже знакомы с Википедией на каком-нибудь другом языке, там на русском, на английском, на французском, на итальянском. А для всех это совершенно новая вещь. Они не википедисты на английском языке. Им все нужно вообще с полного нуля учить. Даже такие элементарные, вот вроде бы мы википедисты, нам хорошо знакомы, как, например, залить фотографию в Википедию. Они этого не знают. Или как ссылку сделать. Для нас это совершенно элементарные вещи. Они все с нуля учат. Я им это объясняю, я уже 3 года я с ним общаюсь. Вот так. И вот так вот что-то через Facebook, что-то там через меня. И вот так вот появилась Википедия, и она сейчас маленькая, там 147 статей. Но вышли они такие из инкубатора после огромных усилий, огромных усилий вышли из инкубатора. Есть у них сейчас в доме. И работают, и вот сейчас они уже могут печатать статьи, показывать, что вот есть ссылки, вот для них вот их знаменитые там национальные герои, которые там побеждали в гражданской войне, которые там первые президенты, вот такие вот, для них это вот очень важные исторические темы. Теперь они могут показывать, вот на английском есть статья про него, есть ссылка на наш язык, и на нашем языке мы можем писать биографические статьи, мы можем писать статьи про болезни. Они, например, очень гордятся, сейчас они написали статью про менингит, и про СПИД, и про холеру. Это очень важные вещи, которые всем людям нужны. Об этом нужно всем знать, что такое прививка, что такое... Как не заразиться СПИДом. Да? Вот они написали статьи об этом, крайне важно. Про животных, про земледельчество, про науки,
про геологию, про географию. Элементарные статьи, их там всего пока 147, но они пишут, я вижу, я слежу за ними каждый день почти, они пишут новые статьи, это прекрасно. И вот так вот, что-то через Facebook, что-то там прямо в самой Википедии, я уже начинаю смотреть. Сначала там почти все правки были сделаны только этим профессором. Как его, кстати, зовут? Его зовут Джон Майхел. Но теперь я вижу, что уже есть и другие люди пишут на этом языке. Они много переводили в Translate Wiki. Им нужно было изобретать много новых слов. Такие слова, как даже слово энциклопедия им нужно было создавать. Они сказали, что это буквально... Они создали совершенно новое слово. Это как бы что-то вроде книга для знания всех вещей. Прекрасный перевод. Или там... Например, он говорил про слово химия, как они перевели слово химия. Это, причем для слова химия они использовали слово земля. И я у него спросил, почему Земля? Я думал, что Земля это будет геология. Он говорит, нет, вот Земля, вот для них Земля, это в этой культуре Земля, особенно такая Земля, которая используется для полей. Вот для них вот это самое важное вещество. Химия занимается веществами, вот для них вот это самое важное вещество, потому что им нужно выращивать еду. Для них в химии самая главная земля. Поэтому мы за основу слова химия, я с ними много обсуждал, там и лингвисты, и обычные просто люди, которые говорят на этом языке, вот они все сказали, что слово земля нужно положить вот в основу понятия химии. Вот такие вот очень интересные это и языковые, и культурные наблюдения, это, конечно, чудо. И хотелось бы, чтобы в каждом языке были вот такие вот вожди. Ну да. Такие люди, которым не все равно. Люди, которые понимают, для чего это нужно, и что это требует каких-то усилий, требует времени, но у этого есть огромная Наличие отдача. вот таких людей вообще оно как-то вдохновляет. Да. Поэтому как можно больше людей должны знать об этом. И Джону передайте от нас большой привет. Конечно. Из нашей заснеженной 40-градусной республики. Пусть держится. Да. Будем следить. Конечно. Теперь и мы за его деятельностью.